Возлюбленное дитя, это я, твой Небесный Отец. Сегодня я приношу тебе ответы на молитвы, которых ты давно ждал и просил. Все проблемы, с которыми ты сталкивался, будут решены. Я прошу вас уделить мне несколько минут и открыть свое сознание, чтобы просто принять всю мою любовь и заботу. Если вы верите в Бога, нажмите на кнопку, чтобы поставить лайк этому видео. И если возможно, не отодвигайте Господа на второй план в своей жизни. Бог говорит: примите это послание с верой и ожидайте наступления дней обновления и успеха. Слушайте меня до конца этого послания. Будь готов принять то, что тебя ожидает, потому что вскоре ты станешь свидетелем проявления моей силы и моей верности в твоей жизни. Сын мой, прислушайся к моему пророческому голосу в этот день. Я Бог, который решает проблемы, который поднимает знамя победы над твоими сражениями. Будь внимателен. Я вижу проблемы, одолевающие твою жизнь, трудности, которые кажутся непреодолимыми. Но я говорю вам, испытания сочтены. Неприятности, которые вас беспокоят, будут разрешены моей могущественной рукой. То, что казалось тупиком, превратится в дверь возможностей. Непреодолимая гора будет сравнена с землей. Я Бог, который совершает невозможное. Я готов действовать в вашу пользу. Я принесу решения там, где раньше были тупики, ответы там, где были сомнения, и исцеление там, где были открытые раны. Я Бог, который делает кривые пути прямыми и открывает двери там, где, казалось бы, нет выхода. Теперь я приглашаю вас задуматься о том, как важно поддерживать постоянную связь со мной. Как заботливый отец заботится о своем ребенке, так и я внимателен к каждой детали вашей жизни. Каждая пролитая слеза, каждая улыбка, озаряющая ваше лицо, все это известно мне. Когда вы чувствуете себя подавленным, помните, что я рядом с вами, готовый дать вам силу и руководство. Трудные моменты – это не признак покинутости, а скорее возможность для вас расти и больше доверять мне. Подобно тому, как учитель ставит перед учеником более сложные задачи, чтобы помочь ему развить свои навыки, я допускаю трудности в вашей жизни, чтобы укрепить вашу веру и характер. Когда вы сталкиваетесь с этими испытаниями, знайте, что вы не одиноки. Мое присутствие постоянно, и моей благодати достаточно, чтобы поддержать вас. Когда вы чувствуете на своих плечах тяжесть всего мира, переложите свои заботы на меня. Я Бог, который несет самые тяжелые бремена, и я облегчаю ваш груз, чтобы вы могли идти налегке. Помните также, что каждый день – это новая возможность. Как солнце восходит после темной ночи, так и надежда всегда возрождается. Смотрите на меня, даже если обстоятельства вокруг вас кажутся неспокойными. Мой свет будет освещать ваш путь, направляя вас из темноты к моему миру. Продолжая свой путь, делитесь полученной любовью. Как одна свеча зажигает другую, распространяйте свет моей любви на всех, кто вас окружает. Ваши добрые поступки, слова ободрения и готовность протянуть руку помощи могут существенно изменить жизнь тех, кто встречается на вашем пути. Среди жизненных неопределенностей помните,
что я с самого начала держу в руках ваше будущее. Каждая глава вашей истории написана в моих любящих руках. Доверьтесь мне и плану, который я для вас разработал. Даже когда подуют ветры перемен, я буду вашим якорем, твердым и неизменным. Наконец, находите радость в мелочах. В лучах солнца, согревающих ваше лицо, в объятиях друга, в звуках смеха. Ведь в каждой детали творения вы можете ощутить мое любящее прикосновение. Я создал этот мир, чтобы вы могли наслаждаться им и находить чудеса в каждом уголке. Пусть эти слова проникнут глубоко в ваше сердце. Пусть они напоминают вам о моей непоколебимой любви к вам. Пусть они вдохновят тебя на жизнь, полную благодарности, надежды и сострадания. Ты мой любимый сын, и я всегда рядом, чтобы направлять, поддерживать и любить тебя сегодня и навсегда. Пожалуйста, прочитайте 111, чтобы выбрать жизнь для Господа всех воинств. Повторите эту молитву вместе со мной. Возлюбленный и славный Бог, сегодня мое сердце переполнено благодарностью за Твое постоянное присутствие в моей жизни. Даже среди проблем и трудностей, с которыми я сталкивался, Ты был рядом со мной, направляя меня и давая мне силы преодолеть их. Я благодарю Тебя, Отец, за Твою неустанную верность, за то, что Ты никогда не оставлял меня. Твои сильные руки всегда были готовы поддержать меня, утереть слезы и поднять, когда я падал. Из книги Римлянам, глава 8, стих 18, мы можем размышлять: «Ибо думаю, что нынешние страдания недостойны сравнения с той славою, которая откроется в нас». Апостол Павел предлагает нам поразмышлять о взаимосвязи между страданиями, с которыми мы сталкиваемся в настоящем, и великой славой, которая ожидает нас в будущем. Давайте вместе разберемся в глубоком смысле этих слов и найдем ободрение в трудностях, которые неизбежно возникают на нашем пути. Павел начинает свое послание с подтверждения того, что страдания присутствуют в нашей жизни. Это выражение побуждает нас задуматься о различных формах страданий, которые мы встречаем на своем пути. Все мы испытываем боль, печаль, борьбу и трудности. Будь то здоровье, отношения, финансы или даже путь веры, страдания – неизбежная реальность. Однако Павел напоминает нам, что эти страдания не могут быть сопоставимы с той славой, которая должна открыться в нас. В этом и заключается суть надежды и преображающей перспективы, заложенной в этом послании. Слава, которая нас ожидает, превосходит любую боль, которую мы можем испытать в этой земной жизни. Эта слава относится к полноте Царства Божьего, вечному общению с Господом, полному искуплению и восстановлению всего сущего. Это состояние совершенства и гармонии, выходящее далеко за рамки сиюминутных страданий, с которыми мы сталкиваемся. Видение этой будущей славы побуждает нас к упорству, к твердой вере, к мужественному и уверенному преодолению трудностей. Когда мы усваиваем эту перспективу, мы можем по-другому смотреть на трудности. Они становятся возможностями для духовного роста и зрелости. Благодаря силе, которую мы получаем от Господа, мы можем преодолеть все трудности и приблизиться к обещанной славе. Как времена года сменяют друг друга,
принося с собой видимые изменения в природе, так и наш земной путь отмечен переменами и испытаниями, которые готовят нас к полноте вечной жизни. Размышляя над этим посланием, нам предлагается изменить свой взгляд на трудности. Вместо того, чтобы видеть в них непреодолимые препятствия, их можно рассматривать как ступеньки, поднимающие нас к божественной славе. С каждым шагом мы приближаемся к конечной цели, где страдания нынешнего времени сменятся откровением вечной славы. В заключение послания Павел напоминает нам, что, хотя мы сталкиваемся с недугами и трудностями, будущая слава, которая нас ожидает, несравненно больше и возвышеннее. Эта перспектива поддерживает нас, укрепляет нашу веру и позволяет нам упорствовать с радостью и надеждой. Поэтому, выбирая жизнь для Господа всех воинств, мы призваны принимать как трудные моменты, так и славные обетования, которые нас ожидают, зная, что Господь будет сопровождать нас на каждом шагу и приведет в полноту своего присутствия. Павел выражает свои убеждения с твердой уверенностью, заявляя, что, с моей точки зрения, я абсолютно уверен в том, что он имел непоколебимое убеждение, основанное на его глубокой вере и близком опыте общения с Христом. Такая же уверенность есть и у каждого из нас, кто доверился Иисусу как своему Спасителю и Господу. Мы можем с уверенностью верить, что то, что Бог приготовил для нас, истинно и неопровержимо. Осознание связи между страданиями, которые мы переживаем в настоящем, и славой, которая ожидает нас в будущем, ставит перед нами непростую задачу. Если взглянуть на ситуацию по-новому, то мы поймем, что наши страдания имеют важное предназначение на пути нашей веры. Бог использует невзгоды как инструмент формирования, укрепляя нашу веру и подготавливая нас к грядущей славе. Такая перспектива должна укреплять, ободрять и вдохновлять нас на дальнейший путь веры, полностью доверяя Божьей верности в исполнении Его обещаний. «Я буду спасен во имя Иисуса» – это мощное утверждение, которое вбирает в себя святое Слово Господа, направляя нас жить полностью для Бога. Псалом 121:2 перекликается с Божьим обещанием: «Я Бог, совершающий невозможное, я готов действовать от Твоего имени». Я найду решение там, где были тупики, ответы там, где были сомнения, и исцеление там, где были открытые раны. Я Бог, который делает кривые пути прямыми и открывает двери там, где не было выхода. Столкнувшись с этим, важно не впасть в уныние и безнадежность, потому что решение наших проблем уже на подходе. Бог изливает свой дух на каждое сложное обстоятельство, давая свет там, где есть путаница, развлечение там, где есть неопределенность, и стратегии преодоления. Верить в действие Бога значит приглашать Его к действенному вмешательству в нашу жизнь. Дыхание Святого Духа в сложных ситуациях приводит к ясности, уверенности и эффективным действиям. Это непоколебимое доверие к Богу и Его обещаниям вдохновляет нас следовать по стопам Павла, закрепляя свою веру твердостью и убежденностью. Приняв такую позицию, мы обретаем прочный фундамент для того, чтобы стойко и решительно противостоять трудностям. Павел призывает нас с уверенностью принять свою веру, чтобы она укрепляла нас даже при столкновении с трудностями.
Пример Павла побуждает нас обратить свой взор к Богу, напоминая, что все невзгоды, с которыми мы сталкиваемся, временны. Ожидающая нас награда превосходит все сиюминутные страдания. Любая борьба и испытание – это часть нашего подготовительного пути, формирующая и укрепляющая нас для вечной славы, которая нас ожидает. Так давайте же будем держать свой взор на авторе и совершителе нашей веры, осознавая, что Бог активно присутствует в нашей жизни. Независимо от трудностей, наш путь веры – это постоянное совершенствование, постепенно приближающее нас к тем обетованиям, которые Он для нас приготовил. С верой и упорством будем идти к этим обетованиям, осознавая, что верность Бога – это надежный фундамент, на котором мы строим свою жизнь. На вашем жизненном пути я буду внимательно сопровождать вас, всегда указывая верное направление. Когда вы захотите получить благословения, которыми щедро одаривает Господь, просто отправьте сообщение 1212. Пожалуйста, не забывайте делиться этим божественным посланием со своими близкими, тем самым распространяя Слово Господа и оказывая помощь другим душам в моменты глубокой веры. В моменты, когда возникает ощущение, что все рушится, можно предпринять 3 важных действия, чтобы восстановить мост между собой и Божественным. Первое. Усиленно искать присутствие Бога в молитве. Выделяя драгоценное время для этого общения, вы можете открыться и рассказать о своих тревогах, страхах и проблемах. В этом общении вы станете свидетелем удивительных Божьих откровений. Будьте внимательны, так как можно услышать Его нежный голос и успокаивающий мир. Второй шаг – глубокое погружение в слова Бога, которые обильно льются со страниц Библии. В этой сокровищнице мудрости мы находим мудрое руководство и ценное утешение. Погружаясь в отрывки из Библии, старайтесь извлечь из них обетования и учения, соответствующие вашим обстоятельствам. Бог часто напрямую обращается к сердцу через свои слова, предлагая неисчерпаемый источник мудрости, утешения и направления. Третье действие, но не менее важное, заключается в том, чтобы оставаться чувствительным к тонким признакам Божьего присутствия. Даже в самые трудные моменты Бог посылает нам маленькие напоминания о своей близости. Будьте внимательны к небольшим благословениям, которые изливаются на вас, к добрым и ободряющим словам, которые исходят от людей, встречающихся на вашем пути, к ситуациям, которые складываются неожиданно благоприятным образом. За кулисами бытия Бог трудится, наблюдая за вами и проявляя свою многогранную любовь через различные каналы. Возьмите на себя обязательство уделять больше времени Господу, чтобы ваш христианский путь приобрел новый ритм и глубину. В книге Римлянам 10 часов 17 минут подчеркивается, что вера проистекает от слышания, а слышание – от знакомства со Словом Христа. Однако, прежде чем говорить о значении внимательного слушания Слова Божьего, необходимо понять природу самой веры. Как сказано в Ев. 11:1, вера – это не просто слепая вера или туманное чувство. Вера – это основание наших надежд и свидетельство невидимых реальностей. Поэтому вера представляет собой прочное основание, убежденность в подлинности Бога и Его непоколебимой верности данным обещаниям.
Сохраняйте эти истины в своем сердце, проходя каждый этап пути. Божественное руководство остается вашим надежным компасом, молитва – бесценной связью с Божественным, размышления над Писанием излучают путеводное сияние, а замеченные Божьи знаки служат постоянным подтверждением Его присутствия в вашей жизни. Пусть эти слова звучат эхом, вдохновляя вас двигаться вперед с новой верой и доверием к Божьим обещаниям, зная, что каждый шаг поддерживается безграничной милостью Творца. Павел мягко напоминает нам о той силе, которая присуща вере, возникающей в результате соприкосновения со Словом Божьим. Это Слово, живое и неоспоримо действенное по своей сути, способно не только совершать метаморфозы в индивидуальных траекториях, но и вселять в наше сердце внутреннюю веру. Вовлекаясь в динамику чтения, изучения и размышления над священными писаниями, мы погружаемся в божественную истину, духовную пищу, питающую и укрепляющую нашу внутреннюю веру. Опыт слушания и впитывания Божьего Слова выходит далеко за рамки простого буквального понимания отрывков. Он требует от нас смирения и искренней готовности принять священное послание, открыв врата ума и сердца. Внимательное слушание Слова Божьего, подкрепленное твердой верой, приносит с собой глубину укрепления на духовном пути. С этой точки зрения мы наблюдаем обновление веры, существенное укрепление доверия к Богу. Наша надежда становится якорем среди житейских бурь, позволяя нам встречать неизбежные испытания с непоколебимым мужеством и стойкостью. Такая перспектива опирается на уверенность в том, что Бог – наш постоянный союзник и что Его обещания несомненно истинны. В моменты самоанализа я поднимаю свой внутренний голос, чтобы подтвердить, что я полностью настроен на голос Бога, позволяя Его Слову проникать в каждый уголок моего существа. На перекрестках, где, казалось бы, царит отчаяние, я безмятежно напоминаю себе, что именно в человеческих слабостях проявляется божественная сила. Бог – великий преобразователь, способный превратить трудности в возможности, а разочарование – в многообещающие главы. В хаос жизни Он вносит порядок, а из пепла поражений лепит красоту побед. Поэтому, как бы ни складывались обстоятельства, я не опускаю бровь, с благодарностью принимая пророческие слова, которые Бог вдыхает в мое существо. Я чувствую Его побуждение сражаться рядом со мной и уверен, что все предстоящие битвы будут выиграны в мою пользу. В этом путешествии я понимаю, что человеческие ограничения не препятствуют божественным возможностям. Могущественная рука Бога ласково простирается над моей жизнью. Твердо веря, я провозглашаю и получаю разрешение дилемм, стоящих передо мной. В конце концов, я осознаю, что Бог – архитектор чудес и дирижер оркестра бытия, гармонизирующий все ноты в симфонии блаженства для тех, кто любит Его. Вскоре я вижу неизбежное проявление Его силы и осознание решения всех дилемм, которые меня окружают. В этот самый момент я записываю эти слова как торжественное заявление о своей безоговорочной капитуляции перед Господом. Я понимаю, что основой обогащающего духовного путешествия является полное подчинение Божественному. Бог – это маяк, направляющий каждый шаг, непоколебимая скала, когда на горизонте бушуют штормы. В полной капитуляции
я открываю для себя трансцендентную силу, глубокий мир и гарантию того, что я защищен сострадательными объятиями Его любящих рук. Таким образом, следуя наследию Павла, я понимаю, что вера расцветает благодаря слушанию Слова Божьего, и именно она будет поддерживать меня во всех сферах моего пути, укрепляя меня, давая мне силы и ведя меня к полноте моего существования. Минута размышлений для сегодняшнего дня. Никогда не позволяйте себе унывать, даже если боль кажется невыносимой и бесконечной. Помните, что и она закончится, и в вашем сердце вновь засияет радость. Нам не суждено жить в вечной тьме. Как небо сменяет хмурый день на светлый, а горести прошлого становятся лишь блеклыми воспоминаниями, так и завтрашние трудности. Доверьте все в руки Бога, который своим состраданием может облегчить все ваши страдания. Он – наша тихая гавань, особенно в трудные минуты жизни, когда нас окружают несчастья. Среди самых сложных испытаний мы находим свет, освещающий наш путь и выводящий нас из пропасти, в которой мы оказались. Его присутствие наполняет нас надеждой и возрождает наши внутренние силы, позволяя преодолевать препятствия, возникающие на нашем пути. Даже в самые мрачные моменты знайте, что Бог действует в нашу пользу. Его мощная рука поднимает нас из глубины проблем, превращая наши слабости в возможности для роста. Каждое испытание, с которым мы сталкиваемся, развивает в нас характер, настойчивость и смирение. Встречаясь с жизненными бурями, мы просим Бога продолжать направлять и укреплять нас. Пусть Его постоянное присутствие окружает нас миром и мужеством, позволяя находить решения и идти вперед с непоколебимой верой. Мы никогда не остаемся одни, ибо Бог с нами на каждом шагу. Даже когда мы проходим через темные долины, Его рука направляет и защищает нас в минуты отчаяния. Мы будем помнить о Его силе и милосердии, находя утешение в уверенности, что с Ним рядом все возможно. Мы благодарим Тебя, Небесный Отец, за то, что Ты являешься нашим прибежищем и силой в трудные времена. Мы подтверждаем наше обязательство полностью доверять Твоим планам на нашу жизнь. Каждое испытание, с которым мы сталкиваемся, это возможность свидетельствовать о Твоей любви и силе. Во имя Твоей драгоценности мы молимся. Аминь. Проходя этот жизненный путь, мы понимаем, что вера – наш постоянный путеводитель. Она вдохновляет нас находить смысл даже в самые трудные моменты, верить в свою способность преодолевать препятствия и осознавать, что мы являемся частью чего-то большего. Как сменяются времена года, так и наш путь характеризуется постоянными переменами. Каждый этап, будь он полон радостей или трудностей, способствует нашему развитию и росту. Оглядываясь назад, мы вспоминаем времена, когда нам казалось, что мы не сможем продолжать путь, но находили в себе силы, о которых даже не подозревали. Это напоминает нам о том, что мы жизнестойки и способны решительно смотреть в лицо неизвестности. Как крепкое дерево выдерживает бурю, так и мы укрепляемся под воздействием невзгод. Двигаясь вперед, мы смотрим на горизонт, зная, что надежда – это топливо, которое движет нами. Какой бы темной ни казалась ночь, рассвет всегда наступает. И даже если тучи уныния пытаются окутать нас,
свет веры рассеивает тьму и напоминает нам, что любая трудность – это возможность для роста и обучения. Так давайте же двигаться вперед, с благодарностью принимая каждый момент, каждую эмоцию и каждый вызов. Ведь мы знаем, что подобно тому, как семя должно столкнуться с темнотой почвы, чтобы прорасти к свету, мы тоже растем через трудности, с которыми сталкиваемся. Поэтому с каждым новым днем мы обновляем нашу веру, веря в то, что путешествие с его поворотами и изгибами приведет нас к месту большего понимания, сострадания и мудрости.